Ну, это сложный вопрос. Сейчас, ну, как вам сказать, ну, в Польше сейчас самый главный вопрос – это вопрос про беженцев. А в основном большинство беженцев – это мусульмане. Но так получилось, что вот, ну, поляки это, я так считаю, это гостеприимный народ, но когда немцы, вот Меркель, да, или там, ну, Европейский Союз сказал, что вам надо принимать вот беженцев, вы, не только вам надо, это нет даже выхода, чтобы их не принимать, да, а этого поляки не любят. Особенно. Мы, скажем, такие люди, свободные, очень. И если кто-то нам говорит, что это надо, мы сразу, ну, да, не хотим вот, ну, слушать вот кого-то другого, особенно если это немцы говорят, потому что у нас с немцами, ну, как бы отношения даже вот раньше были, но вы сами знаете, очень плохие. Мы воевали с ними. И поэтому вот в Польше, если вот ты любого человека спрашиваешь, он согласен на то, чтобы принимать беженцев, он сразу скажет, что нет, что мы не хотим. Что мы даже не только что не хотим, мы даже очень, как христиане, боимся ну, ислама, мусульманов. Что, но боимся, что вот если придут вот, мусульмане в Польшу, толпами придут, если там среди них тоже будут исламисты, тогда, скажем, все будет меняться в Польше. А мы этого не хотим. Вот так большинство поляков думает. И это первое. Но второе, но есть страх после этих всех событий, которые произошли вот на Западе или происходят, даже мы не знаем, или завтра, или послезавтра, или через месяц, любой теракт произойдет где-то или в Германии, или там вот во Франции. Поэтому мы тоже, мы, в смысле поляки, боимся принимать вот мусульманов. Это второе. Но третье, это, знаешь, я лично не боюсь вот, мусульманов, я просто их знаю. И я знаю точно знаю, что среди них, конечно, есть разные люди, но так, чтобы сказать, что вот одна религия хорошая, другая плохая, это так невозможно. И если, но смотри, какая ситуация в Европе. Почему вот в Европе, в смысле в Западной Европе, столько много мусульманов и столько там, скажем, ислам популярный, да? Не так, как в Польше. Не только поэтому, что в Польше очень мало мусульманов живут, но тоже потому, что вот большинство поляков это христиане. И это не христиане, которые говорят, что они христиане, они просто еженедельно в храм ходят, они просто молятся, но они как поддерживают вот нашу религию, понимаешь? А если ты посмотришь, что происходит на Западе, там уже религии почти нет, нашей христианской, да? Там просто зайдешь в церковь, там никого нету. А если хочешь увидеть толпы людей, которые ходят молиться, это только мусульмане, понимаешь? И поэтому я это не боюсь, потому что я знаю, если нация, если вот, поляки будут поддерживать нашу религию, тогда ничего плохого этого не будет. Даже мне кажется, что даже много мусульманов не приедет в Польшу. Вот это, если я просто что хочу сказать, что если вот, христианин, например, хочет воевать с исламом, пожалуйста, он может. Но только так, что он просто верит в свою религию, своего Бога. А если он этого не верит, тогда он сразу сдается. Вот так. Ну, ситуация такая, что особенно в теме чеченской теме, мне очень сейчас стыдно за то, что происходит в Польше. Но стыдно за нас, за поляков, потому что вот
где-то еще 5-10 лет назад, но чеченцы это, но мы считали, что, или большинство поляков считалось, что чеченцы это наши друзья. Что вот, ну как сами знаете, вот общий враг Россия, и если кто-то с ним воюет, это наши друзья. Да? Вот так было. А сейчас все говорят, что чеченцы террористы, что чеченцы исламисты, что чеченцы такие, как другие арабы и так дальше. Из этого очень трудно воевать, очень трудно дискутировать, очень трудно разговаривать, что на самом деле это не так. Но все уже знают, что чеченцы, некоторые чеченцы присоединились к исламскому государству, другие там вот тоже там воюют в Сирии. Ну и все считают сейчас чеченцев террористами. И я, конечно, знаю, что это пропаганда российская, что вот они умеют так просто показать вот народ чеченский как народ международных террористов. И я знаю, от чего это все началось. Это все началось с 1999 года, когда вот, от этих взрывов в Москве, в Волгодонске и в других городах. И тогда Россия объявила, что чеченцы это террористы, международные террористы. И это, вы сами знаете, что это было на 2 года раньше, когда вот там теракты в Нью-Йорке были, да? Когда уже в мире все рассказывали, что не только чеченцы, но уже что вот мусульмане это террористы. После этих событий в Нью-Йорке. Ну и сейчас такая ситуация просто. Да, есть, конечно. Есть разницы. Но есть такие просто чеченцы, которые сейчас, мне кажется, есть такие, которые воюют не за свою родину, только за что-то другое. Да? Говорят джихад, говорят, что вот это, есть такие, которые воюют за исламское государство, за какую-то утопию, которую я вообще не понимаю. Есть такие. И даже, я в последнее время, когда я там ездил вот на восток, да, в Сирию, особенно в Сирию, но я уже знаю, что не всем чеченцам возможно доверять, просто, так скажем. Что есть, конечно, нормальные люди, но есть такие, которые воюют или за деньги, или за что-то. Я этого не понимаю, за что даже. Но так или иначе, я думаю, что я поддерживаю, или, скажем, я понимаю тех, которые воюют еще в Чечне. И для меня даже не имеет значения, или они вот сейчас воюют под флагой Эмирата, или Ичкерии, или даже исламского государства. Просто воюют с общим врагом, да? И я это понимаю. Но когда они уезжают уже в Сирию и там погибают, я этого не понимаю. Я не знаю зачем, за что они там просто погибают. Чеченцы должны знать, что если они воюют в Сирии, если они воюют за Аллаха и говорят открыто об этом, тогда никто, в смысле на Западе, не будет их поддерживать. Ну, конечно, раньше их тоже никто не поддерживал. Но хотя, какая-то, надежда, да. Есть разница. Они более-менее радикальные, чем те, с которыми я встречался в Чечне тогда. Хотя
Хотя я тоже понимаю тех, которые воюют даже в Сирии. Открыто говорят, что они за Россию воюют. Например, там с Абдул-Хакимом мы об этом много раз говорили, за что он там воюет. Но то, что он воюет за Россию, это я понимаю. Там есть Россия, там есть российские союзники, но это для меня понятно. Вы знаете, вот я сейчас один. И таких людей, которые вот, поддерживают или мусульманов, или чеченцев в Польше очень мало. Очень мало. И если я что-то позитивного рассказываю, или в СМИ, или вот среди даже знакомых, тогда первый вопрос, который они задают, это: а вы уже, или ты уже мусульманин, или ты уже кто ты, почему ты так вот думаешь про них? Такие проблемы. И так я уже сказал, чеченец сейчас в Польше является террористом. Чеченец это террорист. Так люди думают. И поэтому сейчас что-то нормального рассказать про Чечню, про чеченцев, это просто почти невозможно. Почти невозможно. Очень трудно. Все поменялось. И если вы посмотрите вот в интернет, то, что вот наши там блогеры, не блогеры и другие, там, которые там занимаются этими делами, и в социальных медиах или где-то, такие плохие вещи, что даже я не хочу об этом разговаривать. Самые плохие вещи про чеченцев. Вы понимаете, если вот человек или в СМИ, или в интернете слушает, видит, что вот чеченцы это люди, которые в Польше хотят создать исламское государство, что чеченцы это люди, которые не уважают христиан, да? Что чеченцы это мафия, да? Что они воюют, что они просто самые плохие вещи, что они просто девушки там хотят как-то издеваться над ними, понимаете? Если вот ты смотришь в телевидении, смотришь в интернет, и это, видишь, тогда идешь и вот делаешь такие вещи. Люди верят, конечно, верят, доверяют. В том проблема. И я журналист, я вижу какой-то материал про чеченцев, где вот рассказывают такие вещи, да. И я вижу, что это фейк, да, что это неправда, что это там нет доказательства на что-то, ничего нет. Просто люди говорят, они воюют, они там где-то в какой-то школе, там, вот, какой-то там разборки между даже детьми чеченскими и польскими были. Потом пришли другие, там, все там драка была, вот так говорят, да? Но там нет, например, в таком материале, там нет разговора с учительницей, с директором школы, с кем-то. Просто люди говорят, что так было. Никаких доказательств нет. Но люди верят в это, понимаешь? Ты хочешь сказать что-то другого. А они говорят, смотри, вот ты смотрел вот этот фильм, да? Видел это? Все, это хватает. Сейчас знаешь, сейчас, когда ты сам сможешь даже что-то или поснимать, или написать, как вот человек, который вот влиятельный, который что-то знает, и вложишь это в интернет, ты уже можешь все. И люди будут верить. Все это. Положишь в Twitter, Facebook, везде. Все. И уже все верят, что это информация, хотя это фейк, да? Что это правда.
И я не знаю, как с этим воевать даже. Как, что делать? Если я стараюсь, показать, что это неправда, они сразу мне говорят, что я просто даже чеченский, не знаю, националист, да? Я. Что я не объективный, потому что я влюбился в чеченцев, в Чечню, да? Все. Хотя я человек, это правда, я влюбился в ваш народ, да, в чеченский народ, но я много знаю про чеченцев. Я могу просто рассказывать про чеченцев, потому что я их знаю. Но это никто на это не помогает. Я думаю, что влияние на такой взгляд это не могло быть, не будет, потому что вот эта книга, я написал эту книгу потому, что я хотел, чтобы люди понимали, почему воюют не только чеченцы, але тоже другие люди под флагом ислама или там за Аллаха и так дальше. Да? Хотел просто я стараюсь понять этих людей и рассказать, почему так и есть на самом деле. Это первое. Второе, вот титр этой книги, это «Война братьев», да? Вот это «Война братьев». А другой титр, это «Война братьев», да? И боевики, джихадисты, киднаперы, да? Вот такой титр. И поэтому есть моя книга, что вот с самого начала человек за что-то воюет, да, за семью, за свой дом, за свою родину, нацию. А потом, когда вот эта война, это уже сколько там чеченцы воюют, почти 20 лет, да, или больше, да. И потом, когда, тех, которые воевали за независимость, русские, например, пример Чечни это хороший пример, да? Русские их почти всех убили, да? Но молодежь тогда воюет за что-то другое, да? За Аллаха, за джихад, вот за такие вещи. И это я понимаю, почему так есть. Потому что если у тебя нет надежды, да, на то, что любое это будущее, хорошее будущее для тебя придет, да? Если у тебя нет надежды, если у тебя нет даже оружия, даже ничего просто, сам один, тогда ты можешь только просить Бога о помощи. И поэтому они просто перешли с этой позиции начали воевать как боевики, а потом как джихадисты. Но есть тоже люди, тоже среди чеченцев, хотя эта книга не только про чеченцев, про кавказцев особенно, но не только про чеченцев. Очень много про чеченцев есть, очень много. Но, как сказать, когда воюешь много лет, да, один человек, как говорят, на войне самые хорошие люди погибают первыми, а вот остальное это совсем другие люди. И такие тоже есть. В смысле, и поэтому у меня есть титр этой книги, что сначала были боевики, да, потом джихадисты, а сейчас даже и есть такие люди, как, скажем, киднаперы, да. Те, которые занимаются очень плохими вещами. На войне в Сирии, не только в Сирии, но особенно в Сирии. Но есть такие. И я вам раньше сказал, что я влюбился в чеченский народ. Сильно, да, что я очень уважаю чеченцев, что это настоящие мужчины, все об этом знают, что они храбрые, что они самые хорошие боевики даже, да. Но с другой стороны,
Чеченцы это то, что я плохого могу сказать сейчас о чеченцах. Чеченцы очень любят деньги. Понимаете? Очень любят. И не только там Кадыров и это, другие там предатели. Тоже те, которые воюют в Сирии, они там воюют за деньги. Там просто можно, но когда воюешь, возьмешь хороший дом, возьмешь, вот там, воюешь, все есть, да? И такие тоже есть. Среди чеченцев и среди этих всех джихадистов, с других стран тоже. Но то, что я, например, вот, чтобы вы мне поняли, то, что я, например, рассказывал в этой книге, написал в этой книге про, например, исламском государстве. У меня тоже есть связь, была связь, есть связь вот, с людьми, которые, не только с чеченцами, которые воюют в этой группировке. Но у меня нет сомнения, что вот эта группировка создали русские спецслужбы. Понимаете? Я это знаю точно. И я даже встречался с людьми, которые, сначала они думали, что это есть халифат, что это есть, то, что все мусульмане мечтали столько лет, да? А потом они сами, и они воевали очень сильно там. А потом они узнали, что вот те люди, которые возглавляют исламском государстве, это не там, даже не мусульмане, даже это, как они говорили, это люди, у которых бороды нет, есть усы и есть вот это, нормальная одежда, в смысле, так как у политиков, да, что это политики, что это не вот алимы, что это политики. Но если ты посмотришь, если ты узнаешь, откуда все эти люди, которые создали, объявили исламское государство, это все это люди, которые работали раньше на спецслужбе Саддама Хусайна. А спецслужбы, связь между... у них была очень хорошая связь и сотрудничество с русскими, в смысле с русскими спецслужбами. И я, конечно, точно не могу сказать, что вот Россия, Путин, там, кто там, он лично создал исламское государство. Но то, что они все об этом знали от самого начала, и сейчас знают, что там происходит, я в этом уверен, очень сильно, очень сильно. И в моей книге я стараюсь просто объяснить людям, которые будут читать эту книгу, что те, которые воюют даже за ислам, за Аллаха, за джихад, есть такие, которые это, естественно, они верят в это, они воюют как настоящие люди за это. Но кто-то ними управляет, вот, в том проблема. Кто-то знает, знаешь, вот когда, как придумали вот эти вот лидеры этого исламского государства? Если что они хотели? Они хотели и хотят даже сегодня взять вот власть в Багдаде, взять власть в Ираке, да? Они потеряли власть, когда американцы пришли. Сначала там вот при Саддаме они были власти, да, сунниты. Потом пришли американцы и шииты вместе с ними, да, взяли власть. И они объявили халифат не чтобы воевать с общим миром. Они объявили халифат, чтобы воевать за власть в Ираке. И это для меня точно. И поэтому создали исламское государство, потому что они придумали так. Мы объявим этот халифат, и тогда самые настоящие бойцы с Чечни, например, с Кавказа, с Афганистана, с Сомали, с арабских стран, они все придут, и даже не за деньги, они просто хотят умирать за этот халифат. Тогда, пожалуйста. И про это эта книга есть, на самом деле. Там тоже, как я пишу о том, рассказываю о всех этих событиях, когда меня там похищили в Сирии, все там есть. Но на самом деле эта книга не против ислама или против кому-то. Если против кому-то, это против России
и политиков, да, которые управляют вот, людьми, которые управляют тем, что происходит сейчас на Ближнем Востоке, или в Афганистане, или везде, или в Кавказе. Да? И то, что я сейчас вижу вот, в Сирии особенно, это тоже тот же самый сценарий, когда я видел в Чечне раньше. И поэтому я думаю, что это все пришло из Москвы. Тоже, но представь себе, случайно кто-то объявляет исламское государство. И это тогда, когда уже там Асад, ну, там все уже думают, что вот, свергнут Асада где-то через там, месяц, да, его не будет. И случайно кто-то объявляет государство, исламское государство. И я даже встречался с людьми в 2008 году на улице в Дамаске. Представь себе, на улице в Дамаске я встречался с этим заместителем Саддама Хусайна, он Иззат аль-Дури, его фамилия. И сейчас, например, говорят, что вот то, что вот очень быстро вот этот исламисты взяли вот ИГИЛ, да, что они взяли очень быстро Мосул, потому что сейчас говорят, что вот помогал им этот заместитель Саддама, да. После его, когда казнили Саддама, он стал первым, да? Он помогал взять Мосул. А он жил столько лет, после, когда вот свергнули Саддама, он жил в Дамаске. Ну что, Асад об этом не знал? Россия об этом не знала? Там никто не знал об этом? Все знали. А потом, все, это видно просто, как вот этот режим Асада воюет вот этот там вот в Идлибе, в Халабе, в других местах, там где вот оппозиция, да? А вот с исламским государством уже не так, да? Они могут действовать, они не воюют против них. Почему? Ну потому что они их создали. Так как вот раньше, вот, мне кажется, конечно, чеченцы сами лучше знают, чем я, но так как раньше ваххабитов придумали на Лубянке в Москве, да, чтобы их создать, а потом явно сказать миру, что вот смотрите, вот это есть ваххабиты, это есть вот террористы, международные террористы, Аль-Каида, не Аль-Каида, другие вот. И то же самое сценарий идет в Сирии. Для мирового общества это исламское государство, не Асад. Асад нормальный человек, он защищает вот мир сейчас, чтобы вот там террористы не победили. Вот так. Все это знаешь, все это проблема в том, что то, что ты слушаешь, видишь, смотришь в СМИ или там не знаю, это ложь. Это ложь просто. Надо просто попасть туда, вот, разговаривать с людьми, вот, узнать лично, чтобы понять, что там на самом деле происходит. Ну и об этом есть моя книга.